Здравствуйте! Кто не знает, меня зовут Марина Сугробова. И я совсем недавно начала новый курс. Называется он «Магический ликбез». Моя задача все-таки рассказать вам, что такое эзотерика и что в ней бывает, происходит. Потому что очень много надуманного, очень много странного. Вот тут мне недавно позвонил один знакомый и говорит: а как ты вот, женщина представляется человеком-рентгеном? Ну, как к этому относиться? Так вот, по поводу рентгена могу сразу сказать. Группа товарищей делала себе рекламу в 90-х. И вот нашла вот человек-рентген. В принципе, это все были тетки очень глупые, бездарные, которые пытались обманывать людей. То есть ни один нормальный человек-целитель, ну, так себя, скорее всего, не назовет. То есть прежде всего, как везде, есть культура, мировоззрение, отношение к своему делу. И, ну, если человек нормальный, он постарается остаться нормальным человеком. Если у него есть какие-то проблемы с ментальностью, то вот будут человеки-рентгены. То есть, ну, чем дурнее, тем лучше. Ну, было юродство, конечно, у нас на Руси не без того, но все же то, что касается целительства, духовного целительства, это люди высокодуховные и интеллигентные, интеллектуальные. Ну, даже если это бабки в деревне, все равно они высокодуховные, просто в своем социуме. Вот. И так они себя, конечно, не назовут. Вот это первое, что я хочу сказать о целительстве. Это важно, что целитель не должен себя вести по-идиотски, то есть он должен находиться в социуме. Это тот же врач, только ментальный врач, это тот же психолог. Похоже, то есть, вот, вы же не, конечно, всякое бывает, и врачи бывают нездоровые психически, и психологи, но в основном это люди достойные, которые себя ведут достойно. Также и целитель. У него та же самая задача, это исцелить человека. И может это происходить несколько, вот есть как бы путей работы. Целители все, в общем-то, разные. И давайте возьмем такую самую простую, может быть, и самую сложную. Это биоэнергетика, когда работают руками. То есть дают свою жизненную силу и чего-то там вылечивают. У каждого человека есть жизненная сила, которую он может передать больному. Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Во-первых, подносит человек, целитель, свою руку к больному органу, и что? Допустим, где-то он прекрасно может разобраться, сделать. А бывают случаи, когда делать этого нельзя. Допустим, когда это злокачественная опухоль, то есть онкология. Но она будет расти, то есть ей жизненная сила. Спасибо, ребят, жизненную силу дали и исцелили руками. То есть здесь есть свои нюансы, здесь что-то можно, что-то нельзя. В общем, надо хорошо знать все-таки анатомию, медицину, что, допустим, онкологию лечат по-другому, то есть есть магические лучи, есть проводники магических лучей, как бы выжигают, останавливают всякие новообразования и так далее, и так далее. Также дробят камни в почках и в желчном пузыре тоже пытаются. Представляете, что такое? В почке, ладно, там раздробили, даже если камушки, ничего там, как-то вышли. А в желчном пузыре камушки пойдут, мало не покажется. То есть здесь тоже нужно... В общем, есть свои нюансы. И нужно очень аккуратно. Надо все-таки доверять человеку, который это делает, что он знает, что он делает, у него есть опыт, есть знания, и тогда все будет хорошо. Поэтому здесь тоже, видите,
Когда-то это может и прокатить, а когда-то вы снимаете, допустим, головную боль. Целитель тоже руками, наложением рук снимает головную боль. Головная боль – это следствие, а есть причина головной боли. Возможно, это какие-то гормональные дела, там у женщины к месячным там голова болит или еще что-то, головные боли, связанные с эндокринологией, например, такое тоже может быть. Я с этим сталкивалась по жизни. В общем, причина головной боли это сосудистые явления там какие-нибудь, еще чего-то. Ну, я не буду перечислять, и поэтому всегда нужно найти причину, и тогда можно убрать, потому что головная боль – это следствие. Это то, что нам говорит: ой, у тебя голова болит, значит, нужно искать причину и лечиться. А убирая симптоматику, то есть вот, целитель может очень сильно навредить. Как ушки вот лечили в детстве, тоже, ну ты что снимаешь, ухо болит, ребенок кричит, хорошо, лечи ты это ухо, что ж ты боль-то, а я сейчас боль сниму, она вот там, ребенок будет спать. Так ты ухо, это показатель того, что у ребенка не все в порядке, потому что он оглохнуть может, ты сейчас уберешь боль, а может быть плохо. Поэтому здесь много нюансов в такой биоэнергетике. Кто-то просто корректирует поле, но его бесполезно корректировать, уж по большому счету, потому что, ну, надо понимать, что-то болит, и все равно искажения будут. Просто вот помахал руками, есть такие у нас все время вот так размахивают, чего-то там, ну, особенно это, когда это с экрана телевизоров, это невозможно там с экрана делать, это направляется на определенный объект. То есть вот те, кто машет руками на экране, с экрана, то, ну, тоже стоит все-таки, а что ты машешь-то? Ты что машешь? Ты чего там вот это выставил-то, свою пятерню? Грабли свои выставил, и вот. То есть я этого тоже не понимаю. Это делал у нас первый товарищ, который вышел на телевидение, его уже нет. Ну, в общем, это был журналист, и, по сути дела, их было два таких человека. Один был такой светленький, вот этот журналист, и второй был. Один был темненький, талантливый, он и есть, он и жив, это просто гений, а второй был, ну, никто. И вот этот никто все время вот что-то там руками делал. И знаний у него не было, и в итоге он сошел сам с ума, то есть он уже перед смертью был совершенно сумасшедшим. Второй до сих пор работает и мною лично уважаем, то есть у него есть чему поучиться, видите как, но вот тот второй никогда таких вещей не делал, то есть, а вот последователи этого мага, вот они размахивают руками, даже не зная, где-то уже не помня о том, что вот такое есть. То есть это тоже, к этому нужно относиться очень так внимательно. Руками лечат, то есть дают вот свою энергию, жизненную силу или поле корректируют. Но нужно это делать тоже, в общем, нужны кое-какие знания. Просто так. И меня удивляет, люди учатся в медицинских вузах очень долго, там у них и то, и другое, а вот целители, я вас сейчас научу, и через 10 уроков показать можно, но здесь все-таки есть то, чему нужно учиться, постигать эту науку и делать это очень аккуратно. Вот такой вот биоэнергетический тип целительства. Есть тип целительства, когда вот это второй человек, который выступал, то есть это может быть не гипноз, но это какое-то внушение, когда подсознанию дается команда вот что-то там сделать, то, что нужно сделать, что-то поправить. То есть вот есть это, кто-то гипнозом это называет, кто-то еще как-то хороший метод, в хороших руках тоже. И им тоже люди пользуются. Я это только приветствую, если есть знания. То есть вот был такой психотерапевт, он его есть сейчас, и он это делает прекрасно.
прекрасно может там снять, когда нужно при операции боль. Хотя сейчас просто вот закидали, что называется, не надо. Ну вот это действительно очень действенно. Вот, значит, понятно, есть биоэнергетика, есть вот внушение, работа с подсознанием, установка программ, вот, и есть еще духовное целительство, когда ведь мы еще есть, мы вот здесь есть, здесь сейчас, а мы еще есть в астрале. То есть и астральное тело отображает, то есть, ну, как бы наш двойник астральный. И у него тоже есть проблемы, но у него проблемы возникают раньше. То есть информационно он нас опережает. И вот с астральным двойником работать можно. То есть не вмешиваясь в физическое тело, а работа именно с фантомом, так называемой, это так называют, или с астральным двойником, она тут не требует знаний, видишь пятно, убирай. То есть показывается, где какие-то пробои, где там чего-то не хватает, но тоже нужно понимать, что не все можно убрать. Ну, что уберут, и на том, что называется, спасибо. Здесь вреда нет. Есть еще один вид целительства, но здесь нужен, ну, точно специалист. У меня был знакомый один коллега, ну, уважаемый, он был доктором медицинских наук. И при мне, я уже об этом рассказывала, было это давно, пришла женщина, у которой начала слепнуть. Ну, что там было, не будем говорить, не будем рассуждать. Он посмотрел, он нейрохирург, кардиолог. Он посмотрел, сказал, вот здесь вот что-то там в мозгу. Честно, я даже не поняла, и никто не понял. Он что-то там повоздействовал ментально, прямо на человека, сделал так называемую ментальную операцию. И женщина стала видеть. Что это было? Давайте даже не будем. Но вот такие вещи он делал. Или он там смотрел, что-то он мог убрать, на что-то повоздействовать, на что-то он тоже повоздействовать не мог. Но были хорошие результаты, потому что это был врач-хирург, нейрохирург. И ему это удавалось очень хорошо. Видите, то есть от знаний. И вот от знаний хорошо, так многие, кстати, работают, врачи только в этом не признаются. Это нужно, ну, что-то может сделать и не врач, самое простое. Допустим, рану затянуть, ну, порез какой-то убрать, кровь остановить. Ну, когда очевидные простые вещи, мы же вот порезались, мы же не бежим к врачу, мы там сами как-то чем-то помажем, ну, вроде как поплюем иногда, там, если немножко, там, иногда кто-то полижет, есть такой метод облизнуть ранку, там, завязать. И у меня вот муж так делал, где-то там стукнется, обрежется, и он так раз облизнул, посидел 5 минут, и кровь остановилась. У него были величайшие способности, и он таким вот простым, странным методом вот убирал. Лизнул, все. И все заживало очень быстро, как говорят на собаке. Тоже. Собаки тоже начинают зализывать раны. Ну, видимо, тут и то, и другое, и третье, и что-то в этом есть. Я не буду объяснять, я не специалист. Тоже вид целительства. Ну, можно же и не зализывать, а просто вот там как бы загладить рану, то есть зарастить ее, то есть дать импульс, чтобы это быстрее заживало, чтобы кровь быстро остановилась. Это вот заговоры еще существуют, заговаривают, вот, останавливают кровь, все это тоже можно. То есть видите, какое многообразие. Чего бы я не советовала, я рассказала, в общем, примерно обо всем. Вроде сейчас еще что-то у меня придет, еще тогда добавлю. Ну вот, я прежде всего советую, когда вы идете к целителю, все-таки понять, как он работает. Если вот таким образом, как вот мой знакомый доктор, то тут
нужен врач. Если ему не важно ваше присутствие, он работает с фантомом, то это другое. Есть еще несколько видов целительства, более редких. Вот, что я могу сказать? Как вот я иногда делаю, но это только контактеры так делают, ставят канал здоровья. Они ничего не делают, они не разбираются в болезнях, они налаживают контакт с высшей силой, которая этим занимается. То есть вот, это как связь, это называется канал здоровья. Это делают маги, есть такие, которые это действительно делают, есть, которые это не делают, но делают по-разному. Но это сразу видно. И что происходит? Происходит, вот когда ставится канал здоровья, происходят вообще странные вещи. То есть у человека идет какой-то процесс, его гонят к врачу. И он, знаете как, вот что-то человеку плохо. И он не знает, что с ним. И, не знает. И его гонят, так создаются обстоятельства, что он, например, у него десна кровоточат или еще что-то. И непонятно, чего там плохо, импланты какие-то в зубах не приживаются. И он говорит, что же и вдруг обстоятельства так складываются, что он идет сдает какие-то анализы, и выявляется, что у него просто диабет, и что сначала нужно попринимать лекарства, тогда все это уляжется, попринимать, как это сейчас, таблеточку, не буду называть, которая понижает сахар, и все наладится, и потом уже решить и этот, потому что организм связан. Вот как работают такие каналы здоровья. То есть они, высшие силы, не просто воздействуют, что тоже делают, но еще и гонят к врачу, к нужному врачу, то есть чтобы эта проблема решалась, чтобы был диагноз и было назначено еще и такое медицинское какое-то назначение, что что-то человек стал лечить. То есть находятся причины, и человек занимается, он попадает в больницу, к врачу, к нужному, и решает свой вопрос. Тоже, между прочим, очень неплохо. И еще высшие силы здесь начинают поддерживать. И лечение, которое он принимает, становится эффективным. Есть еще несколько способов. Я об основном рассказала. Есть еще способы так называемой энергетической очистки. Чистку слова. Когда вам говорят, идите, я вас почищу, не знаю, не химчистка, но энергетического очищения, то есть на самом деле идет диагностика. Ведь человек имеет, каждый, какие-то свои негативы, приобретенные по жизни. Порча с глаз и так далее, приворот, которые тоже влияют, еще какие-то вещи, проклятия и так далее. Они все существуют, просто так дико это современному человеку уши-то режет, но тем не менее это есть. И с этим тоже нужно считаться. И иногда, когда ты эти программы убираешь, то организм начинает уже сам восстанавливаться, и какое-то заболевание может ослабнуть и уйти, потому что оно было вызвано таким путем. Стрессы тоже очень сильно влияют. Стрессы тоже могут привести к инфаркту, инсульту, диабету и чему только не могут тоже. И если вовремя убрать стресс, то тоже может быть хороший эффект. То есть это тоже негатив, который нужно. То есть ты не убираешь никакие заболевания, которые, возможно, уже появились, но убираешь этот негативный источник. Это относится больше к духовному целительству. Энергетической чисткой это не пахнет.
То есть очищение, да, есть программы, которые там убирают какие-то сглазы, тоже сглазы, то есть непреднамеренное колдовство, где колдовства нет, а есть вот эта энергия негативная, человека негативная зависть, там, и так далее. Вот, их тоже нужно убирать, но еще раз, то есть когда приходя, я тебя почищу, как говорил мой муж покойный, становись на яму. Это тоже делать нельзя. То есть все-таки, когда ты смотришь и что-то убираешь, то с этим все уже разбираешься, с причиной. Ну, с завистью, конечно, разбираться не обязательно, но все равно вот почувствовать, прочувствовать этот целитель должен. То есть просто так чистку не делают. Сначала должна быть очень правильная оценка и диагностика. То есть, когда вы оцениваете ситуацию, когда вы понимаете, что вы делаете, то есть вот просто, что мне не нравится, это всевозможные каналы, вот рейки, например, тоже руками лечат. Я против этого, потому что есть определенные силы, которые за ними стоят, и они очень жесткие, то есть очень большие последствия после этого, вот этого очищения. То есть люди идут к рейке, чтобы помогать в рейку или как там, не знаю, помогать потом еще и научиться. И здесь тоже очень, просто в моей практике очень много, пусть на меня не обижаются, но это правда, стоит задуматься даже, кто этому учит. Очень много последствий негативных. Вот здесь действительно последствия, ой-ой-ой, какие. То есть пропадает судьба, пропадает вот этот источник жизненной силы. То есть вот есть у вас канал родовой. Кстати, родовой канал тоже, он как и целительский род, он помогает вам оздоровиться. То есть всегда есть поддержка рода. И когда вы ставите канал, меняете, нельзя сразу, чтобы то и то было. Вы ставите канал рейки, вам легче, а потом поддержки рода нет. И последствия, конечно, ну, очень-очень и очень такие, ну, как вам сказать, ну, последствия. Очень много людей попадают без времени, и у них возникают проблемы, потому что делать этого нельзя. Казалось бы, хороший эффект поначалу, потом вот такой откат. За все нужно платить, вот за такое. Вот об этом нужно думать и быть крайне осторожным. То есть и я очень не люблю халявы. То есть вот давайте я сейчас с вами поработаю, там где-то люди начинают. То есть вы становитесь вот тренировочным кроликом, то есть осторожнее. Все-таки человек должен быть самодостаточным целителем, и нельзя обращаться, вот, потому что бесплатно или как, а где подешевле. Вот где подешевле, это еще неизвестно. То есть люди, которые ставят очень низкие цены, но эффективность у них может быть и в минус. То есть люди, которые работают в минус, ставят в эмпирические каналы просто потому, что не способны. И им нужна вот эта масса. То есть по-всякому. То есть здесь оценка должна быть по эффективности. Да, распознать хорошего целителя, плохого целителя достаточно бывает сложно. Но хороший целитель – это человек с мозгами. То есть человек культуры определенной. То есть он себя ведет вот адекватно. То есть если вы видите нарушения психические у целителя, то это дорога в ад. То есть психически больной, одержимый человек, он, конечно, с отклонениями не может быть духовным целителем, потому что психическое расстройство – это есть одержание. Вот. И так мы еще подошли теперь к болезням психическим. Есть болезни вот такие вот физические, есть душевные болезни. То есть психические расстройства, расстройства психики. Каждый человек
имеет какие-то свои заморочки. Это безусловно, но это в пределах нормы. Он чего-то может бояться, у него могут быть какие-то небольшие фобии. Ну, это даже нормально. А вот бывает так, что человек действительно психически болен, у него отсутствует критическое мышление, он легко возбудим. Там, где действительно, ну, что называется, пахнет шизофренией. Шизофрения для меня пахнет. Опять же, и понятие шизофрении, что такое шизофрения, очень размыто. То есть я слушаю психиатров и, в общем, понимаю, что они тоже по-разному оценивают. То есть разные совершенно описания даже бывают, они разнятся. Поэтому что же говорить нам? Но, тем не менее, есть какие-то, пусть это называется у них по-другому. Неважно, то есть мы не будем давать диагнозов, но мы видим какие-то отклонения. И это всегда связь с Богом и с родовым каналом. Вот этот канал, то есть любые отклонения, это вот нарушение вот этой ментальной связи. То есть у человека в душе появляются демон, бесы, негативные энергии, как угодно. И важно, и раньше это так и делалось, всегда были экзорцисты, которые вот эти болезни исцеляли. Психиатрия тоже помогает, и таблеточки помогают. У меня такие случаи были, когда я стараюсь не ставить, потому что это себе дороже. То есть вот такие программы на изгнание. Вот у меня был случай совсем недавно. Женщине говорю: вы знаете, я готова вам помочь, мне очень жалко стало. Я говорю: ну вы учтите, что вам завтра лучше не будет. Но вы пойдете к психиатру, и у вас есть показания сейчас принимать препараты лекарственные, серьезные. Вот. Я поставлю программу, вы мне просто даете слово. Если вы этого не сделаете, ваше место будет у окна, и будете прыгать туда. Если вот убрать вашу одержимость, то вы просто из окна выпрыгнете. А как вас контролировать? Кто будет? Вот. Поэтому вы, пожалуйста, я, во-первых, не буду включать в полную силу свою программу, а вы все же пойдете к доктору и будете пить таблетки. Пропьете курс, ну вот так рассчитаем, тогда я поставлю вам эту программу на то, чтобы убрать одержимость. На вот изгнание, ну это условно, это несколько не так на самом деле, если говорить современным языком, ну чтобы было понятно. И тут мне звонит дочка и говорит: что вы сделали, ей маме стало хуже, она вот прям чуть у нас в окно хочет выпрыгнуть. Знаете, вот что ужасно, что говорили, то есть я ей где-то около часа объясняла и дочке, и маме. Я говорю: а вам что сказали? К доктору. К доктору. Я же не могу это контролировать. Ну, просто будет. Вам же это обещали, что будет так. То есть вот одержимость – это всегда желание выпрыгнуть из окна, убить себя. Я с этим сталкивалась. Но хорошо, это было не в полную силу. И дочка поняла, ну не сразу, а глаза вот такие, агрессия. Да что же вот, я же вас что просили сделать, чтобы ей легче стало, ей стало хуже. Вот. И здесь, конечно, лучше не связываться, потому что это люди неадекватные. Они вряд ли будут выполнять вот, те условия, которые ставишь. То есть предупреждаешь, даешь слово, прям чуть ли вот не перед Богом. Вот поклянись, что ты так сделаешь, что ты пойдешь к доктору и будешь пить лекарства, что все у тебя будет тогда хорошо, потому что вот подавлять вот это возбуждение нужно, когда идет изгнание бесов. Если кто-то смотрел вот эти вот фильмы, как бесов, как они там бесноватые, вот, просто так это не уходит, это всегда возбуждение. Мозг возбуждается, и вот эти явления происходят страшно, страшно, страшно. И теперь больше, что называется, не обращайтесь, я этого категорически боюсь делать, особенно, даже если не дистанционно. Пришел он на прием, ну что, ну он ушел, то есть ты же не будешь с ним жить, а вот эти процессы будут идти, то есть это всегда очень болезненно, и вот духовное целительство, и когда мне кто-то скажет: ой, а у меня этого не происходит, у меня все хорошо,
ты можешь подавить в человеке беса, то есть на какое-то время. Тогда не происходит. Но если ты радикально решаешь проблему, то есть стараешься, все равно его не вылечишь до конца, все равно какие-то отклонения будут. Ну, вот, если ты можешь его подавить, например, но будет, может быть, лучше на какое-то время, но только на какое-то. Потом это вернется и с большей силой. Поэтому, вот, на мой взгляд, я и центр много лет держала. Я уже даже не могу сказать, сколько лет держала там, почти там работала с середины 90-х этот центр. Ну и закончилось это, ну, лет около 20 просто центр держала, где работали маги. Я вот точно знаю, что когда происходит. Вот что такое целительство, есть духовное целительство, есть такие программы, которые можно поставить человеку. Вот это астральная комната, например, у меня. То есть кто-то делает, может быть, по-другому, но тоже делаются программы. Это последний вид целительства. Это целительство, которое... Оно, кстати, хорошие результаты приходят. Вот представьте себе. Человек в своем подсознании может получать лекарства. То есть лекарства имеют определенное действие. Там, допустим, пенталгин снимает головную боль. Есть какие-то лекарства, там, понижают сахар, какие-то понижают давление, да? Какие-то повышают давление. И здесь тоже можно ставить программу, когда организму нужно, вот как типа такой вот ментальной капельницы. Ставится капельница, допустим, на какое-то заболевание определенное. То есть есть эффективное лекарство, или которое вот в ближайшее время откроет. И вот можно поставить мысленно капельницу с тем лекарством, самым эффективным. Ну, это очень тоже я утрирую. И чтобы эта вот капельница работала, когда организму нужно, когда есть потребность. Подсознание это знает, кстати. И вот на подсознании включается эта капельница. Ну, как таблетку-то надо пить. А капельница тогда, когда начинает капать там куда-нибудь в вену. Вот такие программы, они по-разному выглядят, ну вот таким образом. То есть происходит действие лекарства. Вот только лекарства самого нет, а действие, то есть как бы мозг, вот как плацебо, дают же человеку плацебо, и говорит, вот это тебе поможет, это начинает помогать. Это по тому же вот действует принципу, но надо хорошо все-таки в этом разбираться тоже. Ну, хотя можно вот просто взять, какое лекарство, давайте мы его увидим, вещество. Вот какое вот увидели, и раз это в капельницу добавили. Можно, и это будет работать. И я так делаю иногда для себя прежде всего. И хорошие результаты, просто замечательные. И считаю, что это тоже эффективно. Это делают и другие, ну, может быть, немножко визуализируют это по-другому. Это зависит еще от человека, от его мозгов. Вот что такое целительство. Но есть еще, конечно, может быть, еще какие-то виды целительства, как я, может быть, не все назвала. Говорят, там есть какие-то хиллеры, которые там что-то руками достают. Не знаю. Вот с этим я не сталкивалась, не видела. Но то, что это все работает, то, что это можно, вот особенно то, что касается канала здоровья, его ставят канал здоровья, то есть это хорошо помогает и не убирает канал, вот родовые каналы. Ну, еще бы. Но если есть вот какие-то новые учения, течения, то есть этим тогда учением, лечением нужно пользоваться постоянно. То есть вы имеете эту зависимость уже, и если вы прекращаете, то я уже говорила, что проблемы очень такие еще более худшие, чем были. И все-таки я стараюсь, чтобы люди не трогали детей.
то есть без нужды. Есть еще один вид целительства, вот когда ребенка посвящают каким-то богам, идолам. Там какой-нибудь Маране у нас любят вот такие вещи. Ребенок болеет, может быть, умирает, его посвящают вот этому богу. Ну, или еще кому-то, вот ребенок болеет, он плох, мать его начинает спасать, вот посвящение вот этим вот идолам, богам, духам. И здесь, как правило, дети эти становятся психически неполноценными. Они могут быть умными, все, но с мозгами у них, конечно, туго тоже. Есть такие, когда посвящаются богам, и уже вот они становятся не совсем людьми тоже. То есть на самом деле очень много видов целительства. Будьте осторожны, потому что не все безопасны. Я перечислила, с чем я сталкивалась. И не обижайтесь на меня, там, целители, которые эти практики используют. Сейчас начнут говорить, ну вот видишь, у меня какой эффект. Да, эффект есть. А вот какие последствия, как одна написала дама, девушка, я, говорит, вот хочу приворот. Мне написала. Я говорю, ну это же убийство, это же насилие. Она говорит, ну вот уже там 3 приворота сделала, и что? И ничего. Там за какой-то срок-то небольшой. То есть все это бывает отложено. То есть это может сразу, ты не увидишь. То есть вроде эффект есть, но обязательно за это что-то ты заплатишь очень сильно. То есть это обязательно проявится. Просто вот не так тупо, как все считают. Вот не так вот, все, вот видишь, все хорошо. Живу уже 3 недели. Вот, поэтому здесь тоже надо быть очень аккуратным. То есть все, что-то можно сделать. Есть еще один вид целительства, о котором тоже хочу сказать. Это религиозный. Вот, когда вы молитесь, идете к святым местам, просите чудотворную икону, то есть вообще святое место – это такой налаженный контакт с Богом. И в это только надо верить. Вот не просто так пойти, вот я пошел, там галочку поставил. То есть в это надо верить. То есть это определенный настрой. То есть если этот контакт произойдет, и Господь услышит, Он это сделает. Ну, это вот, но это тоже сродни, я бы сказала, контактерству. Ну, здесь несколько другое. И тут тоже бывают чудеса, исцеления. Но чудес на самом деле нет. И если человек вдруг там взял и пошел, сидел и пошел, возможно, такие были причины, когда он мог встать и пойти. Я опять не врач, но такое возможно. То есть вот когда в результате стресса, духовного подъема что-то происходит тоже, и человек, а где уже вот там, допустим, что-то с позвоночником серьезное, и где уже все там атрофировано и так далее, он не станет. Потому что, ну, это невозможно. То есть в пределах возможного это происходит. Если чего-то невозможно, этого не будет. Поверьте мне, еще ни у кого не выросла ни рука, ни нога. Нет руки, там по какой-то причине человек лишился, или ноги. И зубы еще ни у кого не росли. Я опять вспомню одну целительницу. Была такая программа «Третий глаз» на НТВ. И вот собирали этих вот там съемки. Я пришла, и там бабка сидела. И бабка, ну, сумасшедшая бабка, и она кричала: вот у меня зубы растут. Вот у меня лично, даже в Думе где-то выступала в 90-х. Я говорю: покажи. Она открыла свою пасть и показывает, ей удалили зуб, а обломок не удалили, и он у нее вылез. И она говорит: вот у меня зуб удалили, а он у меня растет. Я не могу сказать, что я смеялась, меня трясло. Надо же быть такой дурой.
И вот она всем показывает у меня, и она так уверенно об этом говорила. Ну, дремучая, темная дура, которая, конечно, нанесла вред. Зубы тоже. Если есть зачаток, бывает, что там, ну, я не знаю, ну, возможно, но если там уже ничего нет, то ничего и не вырастет. Имплант туда надо ставить. Вот, но только так, наверное, понятно. То есть такие вещи тоже есть. И к этому нужно относиться, стараться относиться, в общем-то, скептически. Когда он говорит о каком-то чуде невероятном, то есть нужно всегда искать какое-то объяснение. То есть вот я не сталкивалась никогда за всю свою практику, никогда не сталкивалась с чудом того, чего быть не может. Потому что все у нас подчинено своим законам, прежде всего в физическом мире. И того, чего сделать нельзя, то и не делается. Во-первых, все люди умирают, никто не живет вечно, да? Но какие-то вот такие вещи, чего-то сделать нельзя. Был такой у нас Гробовой, его из тюрьмы выпустили, но сразу вроде как людям полегчало, выпустили, который там оживлял трупы, поднимал, оживлял, потом, оказывается, в каком-то астрале оживлял и вообще. Ну, посадили его за это, он там с детьми Беслана приехал, обещал, был террористический акт, погибли дети. Вот, хорошо его посадили, но просто вот действительно надо было сажать. И у меня были пациенты, которые вот к нему ходили. У меня была одна знакомая, давно тоже, в 90-х, журналистка, которая потащилась к нему брать интервью. А перед тем, как вот она договорилась об интервью, у него умер отец. Отцу было 90 лет, и умер он, в общем, я не буду говорить, но он должен был умереть, у него там очень большие были проблемы, у него он не мог, извините, пописать, то есть там жутко было, и, в общем, человек умер, и она пришла, он говорит, ну что же, говорит, сейчас, говорит, будем оживлять вашего отца. Давайте согласие. Она еврейка, эта женщина. А он тоже какой-то такой ортодоксальный еврей. Его должны были хоронить на еврейском кладбище. Она приходит ко мне, Марина, сейчас будем оживлять. Я говорю, ты что, дура, что ли? А вот труп надо, значит, везти, там что-то такое. Я говорю, ты дура, что ли, совсем? В общем, говорю, лечиться надо самой. Она говорит, ну вот, согласие, я даю согласие, значит, сейчас будем оживлять. Я говорю, ты понимаешь, ну ты его оживишь, да? У него вот такая проблема. Он опять от этой проблемы умрет, потому что там не работает. Вот. И что? То есть он от отравления умер организма, прежде всего. Я говорю, ты это уже не поправишь, то есть оживить-то мало. Если бы там, ну, можно, ну, бывает реанимация, там что-то, здесь что, ну ты его оживил, даже давай вот так вот. Но мозг умер, уже есть, там какое-то время прошло, сутки. Ну, не, 90 лет оставь. Она, нет, она так его любила. Я говорю, знаешь, говорю, что, иди-ка ты к раввину. Пусть тебе раввин даст разрешение, тогда делай. А не даст разрешения, не делай. Вот она пошла к раввину. Ну, конечно, ей там промыли мозги, и папу она похоронила. Но вот такой случай был. Я считаю, что это преступление. То есть есть вещи, за которые нужно действительно, вот, что называется, сажать. То есть он же брал деньги там невероятно совершенно вот за такие вещи. И надругаться над телом человека, ну, это вообще непозволительно, над умершим, причем в таком возрасте, ну уж кто у нас больше-то живет? То есть человек уже износился весь организм, человек ушел из жизни. И я уже не говорю о том, что есть проблемы с душой. Ну, есть же какие-то свои периоды. Уж я это не беру, я вот беру чисто физическое тело. То есть об этом тоже нужно смотреть. Ну что же, я провела урок 45 минут, что называется. Это магический ликбез. Я вам рассказала о целительстве. Надеюсь, вам теперь понятно,
что вы можете, а чего вы не можете. То есть нельзя убирать боль. Боль – это очень хорошая. Нет, иногда боль можно убрать, если там онкология, например. Вы знаете причину этой боли, то, конечно, можно человеку там помочь, обезболить его, безусловно. Но все же вот нужно ко всему относиться. Ой, у меня голова болит, убери мне головную боль. Вот это вот у нас самая распространенная ошибка, которую мы допускать не имеем права просто. Ну что же, все. Всего доброго. Ждите новых рассказов в моем магическом ликбезе. Я буду вам рассказывать, обязательно у нас есть другие темы для разговора, и я буду их готовить, и будут и прямые эфиры, и все. Ну, а вы можете задавать вопросы задавать под роликом. Только, пожалуйста, я не отвечаю. Вот если интересная тема, я отвечу, сделаю ролик. Ну, если это какой-то пустой вопрос, то он должен быть интересен. Но бывает так, что люди задают очень интересные вопросы, и это тема для нашей беседы. Что бы вы хотели еще узнать о магии, о парапсихологии, и я вам обязательно расскажу, чтобы вам, вот что вам непонятно. Ведь люди иногда в тяжелый критический момент, когда понимают, что другого пути нет, обращаются к магам. И вот они не знают, как это происходит, что это за процессы. Вот можно задавать вопросы. Я с удовольствием расскажу, потому что возраст, вот сейчас мне будет уже, я подхожу к своему жизненному финишу, я после 60, что называется, и мне хочется после себя все-таки что-то оставить. Я многое сделала, я всю жизнь боролась с приворотами, чтобы люди понимали, что эффективность их, в общем-то, равна нулю, что это очень вредно. То есть у меня была такая задача. Я боролась с мракобесием, поэтому веду и свои вот эти передачи. Поэтому для меня это очень важно. Каждый человек, особенно маг, у него есть задача. Моя задача еще и информационная. Это и школа, и сновидение. Ну и, конечно, вот то, что я сейчас делаю, это очень важно. Ну что же, всего доброго. С вами была Марина Сугробова. Если вам понравилось то, что я говорю, это, в общем-то, есть тут и затратная часть. На нашем сайте mag-добра есть ссылки, вы можете оказать помощь. То есть есть так называемые, сейчас их называют донатами. Перевести какую-то небольшую сумму, чтобы можно было и монтировать ролики, и работать, и снимать. Все это, чего-то, в общем, стоит. Так что mag-добра, и вы можете оказать какую-то небольшую помощь. То есть, и если это будут делать, то тогда это просто легче будет снимать, потому что любой ролик нужно и обработать, и много чего нужно на самом деле записать. Вот. И нужны помощники. Помощники, вот, они, к сожалению, требуют своего внимания. Я вам желаю удачи. С вами была Марина Сугробова.